Якутия расположена на северо-востоке Восточной Сибири. Площадь республики превышает площадь Франции в 6 раз, а Англии почти в 13 раз. Якутия граничит с Красноярским краем и Иркутской областью, а также с Чеченской и Амурской областями, с Хабаровским краем и Магаданской областью. Поэтому в Якутии есть и горный ландшафт, тундра, лесотундра и тайга. Природа очень разнообразна и богата различными животными. В тайге и лесотундре водятся косули, изюбры, лоси, медведи, белки, соболь. В тундре дикие олени, песцы, волки, различные птицы. Всех зверей и не перечислишь. Везде своя жизнь и ее лесные обитатели. С древних времен эвены и якуты выработали свой вид охоты. Это петлевой, самоловы, пасти, морды, черканы. Позже появился капканный способ охоты и, конечно же, охота с лайкой. На экране вы видите нашего прославленного охотника Ивана Кульбертинова, героя Советского Союза, знаменитого снайпера Великой Отечественной войны. Якуты славились как великие охотники, стреляющие белку в глаз. Так Иван Кульбертинов в год сдавал государству до 24 тысяч шкурок белки. Федор Хлопков, также герой Советского Союза, уничтоживший во время Великой Отечественной войны 429 фашистов, вернувшись домой, он обучал молодых охотников своему искусству. Многие его ученики стали добычливыми охотниками. В Якутии много волков, и один из самых продуктивных способов борьбы с ними – это охота с вертолета. У якутов и эвенов были свои аборигенные ездовые и охотничьи собаки. В свое время Вачугов писал: аборигенной называется местная промысловая лайка определенного таежного района, хорошо приспособленная к тяжелым условиям существования и работы.
сформировавшейся при жестком отборе по рабочим качествам. Именно такая лайка была и существует в современной Якутии. В последние годы спрос и интерес к лайкам существенно возрос. Возможно, что ритм жизни современного человека, а также гены охотника коренных народов Якутии способствовали выбору такого активного отдыха, как любительская охота. А лучшим помощником на охоте, как известно, является лайка. Главное в лайках – их уникальные рабочие качества. Все охотничьи собаки – отличные помощники на охоте, но лайка делает основную работу – ищет, находит, облаивает, нередко добывает, причем абсолютно самостоятельно. Лайки являются профессионалами среди охотничьих собак. Нормально, молодец. Почему? Молодец. Отлично, почему? Все. Клуб любителей охотничьих собак «Баянай» уже несколько лет помогает любителям-охотникам в приобретении высококлассных щенков лая. Племенная работа ведется с лучшими собаками клуба. Министерство сельского хозяйства имеет 6 базовых хозяйств, которые ведут селекционную работу по западносибирским, восточносибирским и якутским охотничьим лайкам. В Хангаласском улусе насчитывается 3 базовых хозяйства. В Нюрбе – 1. В Мегино-Хангаласском улусе работает одно базовое хозяйство. А также в городе Якутске работает клуб «Баянай». Ежегодно клуб «Баянай» проводит выставки лаек по экстерьеру и состязания по подсадному медведю.
Требования к лайке, работающие по подсадному медведю, таковы. Собака должна проявить интерес к следу и зверю, смело облаивать его, злобно и Say. Ada hutan bak ya. Hava dur. Hutan bak. Bilbek ki gittim geri o. Allah, ılak yani. Hana. Eşek. O mu vardı? Ha, bilir ya. Ha. Hadi bilet görüyor. Ha. Hı. Allah böyle